выплатят 42 500 и сколько школьников могут никогда не вернуться за школьные парты. Об этом и не только сегодня в Информбюро. Добрый вечер, в студии Наталья Райм, и смотрите сегодня. Свет в конце туннеля. Как чувствует себя женщина, которой диагностировали 96% поражения легких? Больная сразу же была подключена к неинвазивной искусственной вентиляции легких. Какие методы лечения использовали врачи и сколько дней ее спасали? Докажи, что ты нуждаешься. Кому государство выплатит 42 500 тенге? Какова процедура на этот раз? На этот раз мы предлагаем, чтобы за наемных работников заявление подавал только работодатель. По каким причинам могут отказать? В последний путь на мусоровозе. Почему умерших от ковид перевозят не на ритуальном транспорте? Нам не дали самим технику найти. Что говорят чиновники? И насколько дороже стоит похоронить человека с вирусом? Избиение не по-детски. Кто распространил шокирующие кадры подростковой драки? Кто эти молодые люди? Накажут ли участников конфликта? И снова знакомые цифры. В связи с продлением режима карантина в стране в правительстве решили вновь выдавать по 42 500 тенге нуждающимся казахстанцам. А начнут выплаты с 20 июля. В эту категорию вошли индивидуальные предприниматели, наемные работники и самозанятые. Но претендовать из них на выплату могут лишь те, кто потерял доход из-за ограничений. Какие правила появятся для получения пособия и кому не стоит рассчитывать на них, расскажет Нургали Карабаев. В понедельник казахстанцы начнут получать по 42 500 тенге. Так, по крайней мере, рассчитывают в Министерстве труда. Прием заявок начнется с пятницы. До этого обращаться за выплатой не стоит. Как и прежде, заявку можно будет оставить на сайтах 42 500 yenbek.kz, электронного правительства и на официальном телеграме. За наемных работников обратиться должны будут работодатели. На этот раз мы предлагаем, чтобы за наемных работников заявление подавал только работодатель. Он будет подавать заявление за своих работников, которых отправил в отпуск без сохранения зарплаты, и будет нести ответственность за достоверность этих сведений. Индивидуальные предприниматели, потерявшие доход из-за простоя, подают заявление сами. Пенсионные взносы и социальные отчисления требовать не будут. Но на уровне районных или городских штабов должны подтвердить, работает ИП или нет. И третья категория – самозанятые. На этот раз им не нужно платить ЕСП, чтобы получить 42 500 тенге. На этот раз никто платить единый совокупный платеж ЕСП не будет, таких требований не будет. Мы будем ориентироваться на тот платеж, который они сделали в период чрезвычайного положения. То есть самозанятые в данном случае будут подавать заявление. Но вот безработные, то есть те, кто официально не работает и не состоит как самозанятый, получить 42 500 тенге не смогут. Поэтому их просят не подавать заявление. Им рекомендуют обратиться в центры занятости. Официально люди, которые находятся без работы, мы рекомендуем обратиться в центры занятости и попробовать те инструменты, которые предлагают центры занятости, те программы, а также зарегистрироваться в качестве безработных, чтобы получить социальную выплату, законную, которую в народе говорят пособие по безработице, которая выплачивается в течение 6 месяцев в определенных размерах, порядка 40% от своей заработной платы. Впрочем, в четверг министр труда и соцзащиты Нурымбетов должен еще раз выйти и озвучить окончательные условия и правила по выплате. Нургали Карабаев, Информбюро, Алматы. Министерство образования и науки определилось с форматом обучения в школе. С 1 сентября ученики первую четверть начнут в дистанционном режиме. Посещать школу смогут начальные классы по письменному заявлению родителей и ученики школ в отдаленных селах. Все подробности, как будет организован учебный процесс и как долго придется учиться онлайн, мы расскажем совсем скоро, не пропустите. Похороны на мусоровозе. Житель Костанайской области рассказал, что провожал отца в последний путь не на ритуальном транспорте. Ему выделили грузовую машину для перевозки мусора. По словам мужчины, его отец скончался от коронавируса. Почему чиновники выделили именно такой транспорт, расскажет Нина Шапо.
Житель города Житикара снял это видео и рассказал, что отца умершего от коронавируса приходится хоронить на мусоровозе. Этот транспорт ему якобы выдали в акимате и не разрешили проводить в последний путь, как говорится, по-человечески. Нам не дали самим технику найти. Сказали, мы найдемся, поможем. И смотрите, что нам выдают. Нам выдали мусоровоз. Здесь возят мусор. И какой позор. Позор просто. Город Житигара. В акимате же сообщили, что у родственников был выбор. К тому же для вывоза мусорных баков предусмотрен другой транспорт. Вот этот транспорт, который грузовой, он не используется для мусора вообще ни в коем случае. Мы уже третий случай захоронения этим транспортом. Это вы же видели на видео, он новый, чистый. Здесь важный момент, чтобы соблюсти санитарные нормы для водителя. То есть кабина должна быть разделяться с кузовом. Согласно последнему постановлению, тела умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 отдают родственникам для захоронения. Но на похоронах должен присутствовать санврач и следить за соблюдением всех норм. Если есть подозрение, что человек скончался вследствие коронавируса, но возможности провести тестирование нет, то хоронят по правилам всех санитарно-дезинфекционных мер. А вот больных с пневмонией отдают сразу же родственникам без обрабатывания тела. От диагноза зависит и стоимость ритуальных услуг. К примеру, в Кустанае церемония захоронения стоит около 70 тысяч тенге. Но если это ковид, то 120. А вот в Караганды единая цена на услуги ритуальных агентств около 150 тысяч тенге, вне зависимости от причин смерти. Нина Шапо, Елена Досова, Информбюро, Костанай. В Казахстане запускают сайт umытpa.kz. Это альтернативный источник с именами погибших от коронавирусной инфекции. Таким образом, инициаторы проекта, это 7 казахстанских изданий, собираются узнать реальные масштабы коронавируса в стране. Авторы проекта считают, что официальная статистика смертности не отражает действительности. Теперь любой казахстанец сможет озвучить имена своих близких, умерших от COVID-19, заполнив анкету на сайте. В переводе с казахского «умытпа» означает как «не забывай». Это главный посыл создателей сайта. И сейчас с нами на связь выходит журналист, сооснователь сайта umытpa.kz Айсана Ашим. Айсана, здравствуйте. Здравствуйте. Как родилась эта инициатива и что вас подвигло вести свой счет умерших от ковид? Эта инициатива родилась из желания показать честную статистику и показать не только цифры, но и людей, которые погибли от коронавируса, потому что, к сожалению, те цифры, которые у нас есть от Минздрава, они, скорее всего, не соответствуют реальности. Вот впереди сложный процесс обработки данных. Каким образом будет проверяться информация на достоверность? Ведь не исключено, что кто-то ради забавы даже может внести имя вполне здорового человека. Да, мы проверяем двумя способами. Первый способ – это мы берем уже из открытых данных, то есть это либо СМИ, либо министерство, либо компании, где работал человек, и вносим вручную имена погибших. И второй способ – это когда пользователи отправляют заявки на публикацию имен своих близких, и там они должны указать имя, фамилию, род занятий человека, были ли у него симптомы коронавируса, когда он умер, какова официальная причина смерти, и приложить также свидетельство о смерти. После этого мы это все проверяем. В случае недостающих каких-то документов или информации мы звоним всем близким, уточняем, и потом после верификации публикуется на сайт. И свидетельство смерти, конечно, не публикуется уже на сайт в плане для пользователей, для обычных людей всех. По поступившим уже заявлениям, есть ли случаи, когда родным погибших предлагали причиной смерти указать не коронавирус, а другую болезнь? Якобы это упростит процесс выдачи тела и дальнейшего его захоронения. И если есть, то не мешает ли это в конечном итоге вывести достоверную статистику? Да, конечно, уже есть люди. Мы обработали, получается, нам менее чем за сутки поступила уже 371 заявка. Хотя сегодня утром Минздрав сообщал, что официально от коронавируса умерло 396 человек. То есть мы уже видим какую-то разницу, да. И уже есть люди, которые, они не проходили тест на коронавирус, умерли там от пневмонии или от других болезней. Спасибо. С нами на связи была Айсана Ашим, сооснователь сайта umытpa.kz. Ситуация с лекарственными препаратами пока неоднозначная. Чиновники рапортуют о том, что вопрос решается, но, как оказалось, не везде. К примеру, в Алматы еще наблюдаются очереди и дефицит жизненно необходимых лекарств. А вот в регионах ажиотаж потихоньку спадает, общественники помогают мониторить ситуацию. С подробностями Бахром Абдулаев.
Столпотворения сегодня у аптек Шымкента действительно не видно. А на прилавках появились парацетамол и аскорбинка в ампулах, до недавнего времени считавшиеся большим дефицитом. При этом поступающие противовирусные препараты и антибиотики разлетаются мгновенно. По словам фармацевтов, большую часть препаратов привозят 2 раза в неделю. Нам поступает в понедельник аскорбиновая кислота в ампулах, эофилин, что нужно в понедельник и четверг поступает нам. И кончаются быстро. В этот же день? Не в этот же день, но по 2 упаковки только каждому. Отпускаете? Да, по 2 упаковки. Чтобы всем хватило, чтобы всем это... По всей стране аптеки проверяют как общественники, так и специально созданные мониторинговые группы и продолжают выявлять спекулянтов. Клексан, фарксипарин, тромбопул. А в Алматы ситуация пока не улучшается, говорят общественники. Людям по сей день приходится простаивать в очередях. Наименования жизненно важных препаратов, которые имеются в наличии, приходится вывешивать у входа в аптеку. Ситуация с обеспечением медикаментами аптек нашего города неоднозначна. По официальным каналам прошла информация о том, что аптеки города в основном обеспечены необходимым набором медикаментов. Однако от волонтеров и просто неравнодушных горожан в социальной сети в режиме реального времени выкладывается информация об отсутствии данных препаратов. Власти в очередной раз обещают исправить ситуацию. Аким Алматы Бахыджан Сагинтаев сегодня лично посетил одну аптеку. Поговорил с людьми в очереди. Возможно, градоначальник решил проверить, насколько верны слова его заместителя. Сапарбек Туякбаев ранее заявил, что в Алматы нет нехватки лекарств, а обстановку якобы нагнетают люди, которым нужен хайп. Бахрам Абдулаев, Абзал Турабек, Информбюро, Шымкент. О чудесном излечении сообщили сегодня алматинские врачи. Они уверяют, что спасли пациентку, легкие которой были поражены на 96%. У 56-летней женщины диагностировали COVID-19 и двустороннюю пневмонию. Осложняло ситуацию повышенное артериальное давление. На момент поступления насыщенность организма кислородом составляла 36%. Больная сразу же была подключена к неинвазивной искусственной вентиляции легких маской. Однако, несмотря на тяжесть состояния, врачам удалось спасти пациентку. 10 дней доктора Центральной городской клинической больницы боролись за ее жизнь. Сейчас женщина уже дома под наблюдением участкового терапевта. Позитивная новость из Карагандинской области. Жители села Яралиев в Жанааркинском районе решили оказать посильную помощь врачам и пациентам своего региона. Люди направили по больницам машину, груженную бутылками с кумысом. Чего наш народ только не пережил. Голодомор, 1937 год, войну с 41 по 45. Мы победили тогда благодаря единству народа. Напитки из кобыльного молока сейчас в буквальном смысле на вес золота. Многие производители взвинтили цены на свою продукцию, пользуясь ажиотажем. Но, к счастью, есть и такие люди. Фермеры внесли свой посильный вклад в борьбу с пандемией и пожелали скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется за свою жизнь. Вы смотрите «Информбюро». Почти 10 миллионов детей в мире могут не вернуться в школы после пандемии. Такую информацию озвучила британская неправительственная организация Save the Children. Эксперты называют эту ситуацию чрезвычайной и беспрецедентной. В странах существенно сокращаются бюджеты для этой сферы, а в 12 государствах имеется чрезвычайно высокий риск того, что дети бросят школу навсегда. Как меняется мир и что еще происходит в нашем обзоре. 9 миллионов 700 тысяч детей не сядут за школьные парты из-за глобальной пандемии. В 12 странах мира, это Западная и Центральная Африка, а также в Йемене и в Афганистане, дети бросят школу навсегда. Еще в 28 государствах умеренно высокий риск. Но пострадают больше не мальчики, а девочки. Когда закрыты учебные заведения, в ряде стран им угрожает гендерное насилие и риск раннего вступления в брак, а также ранняя беременность. Многие семьи будут вынуждены отправить детей работать. Тем временем ВОЗ заявил, что пандемия будет распространяться все больше и больше, если правительства стран мира не предпримут решительных действий. Во-первых, надо сосредоточиться на сокращении смертности и подавлении передачи. Во-вторых, научиться принимать индивидуальные меры защиты и поведения. И третье, в странах нужно сильное руководство со стороны правительств.
Из-за активного распространения коронавируса в Калифорнии, в самом густонаселенном штате США, снова вводят жесткие карантинные меры. Ресторанам, барам, концертным площадкам, зоопаркам и музеям запретили доступ в помещения, но на открытом воздухе они могут работать. Прекращены очные занятия в школах, закрыты церкви, офисы, спортзалы. Калифорния вместе с Флоридой, Аризоной и Техасом стала новым центром распространения COVID-19 в США. По данным агентства Рейтер, в последние 2 недели заражаемость резко выросла в 40 из 50 американских штатов. Кстати, в Москве, наоборот, люди только начали выходить из строгих ограничений. Местные жители заполонили берега местных водоемов без масок и социальной дистанции. В России за минувшие сутки 6200 новых случаев. Мне кажется, на открытом воздухе переживать за это не стоит, но на некоторых людей я все равно смотрю с опаской, особенно те, которые чихают, кашляют. Ужесточение режима идет повсеместно. Обязательный масочный режим при посещении магазинов вводят в Великобритании. Данная мера станет обязательной с 24 июля. За нарушение предусмотрен штраф в размере до 100 британских фунтов. В Гонконге с завтрашнего дня закрывают Диснейленд, а в Туркмении все-таки приостанавливается движение пассажирских поездов из региона в Ашхабад из-за угрозы коронавируса, которого в стране, согласно официальным данным, еще нет. Оскар Медыбаев, Наталья Райм, Информбюро. Удар молнии стал причиной самого крупного за последнее время пожара в Восточном Казахстане. Грозовой разряд пришелся на нейтральную полосу между границей Казахстана и Китая. Сухая трава загорелась мгновенно, а сильные порывы ветра распространили пламя на территорию более чем 3000 гектаров. Возгорание произошло ночью. Местность, где бушевал пожар, сложная, горная. К тому же мешал сильный ветер. На помощь пришли местные жители. Они всю ночь со спасателями и пограничниками боролись с огнем. Локализовать огонь удалось только к утру. В департаменте ПЧС пояснили, что сухие грозы сегодня представляют серьезную опасность. По данным синоптиков, ВКО прогнозируют дальнейшее повышение температуры до плюс 45. Причина возгорания, значит, отрабатывается версия, это грозовой разряд, то есть прошли сухие грозы, и прошел удар молнии, из-за удара молнии в землю прошло возгорание. Также хотелось бы отметить, что вчера также в Уржарском районе, в этом же сельском округе, также произошло загорание сухой травы, но площадь составила в разы меньше, составила 45 гектар. Также ликвидации были задействованы как и наши силы и средства, так и пограничники населения. Тоже вероятная причина возгорания – это у нас сухая гроза. Видео жестокого избиения подростка появилось сегодня в сети. Оказалось, что сняли его в Павлодарской области. По данным полицейских, отношения между собой выясняли юноши 18 и 19 лет. Не души! Делай! По этическим причинам самые жестокие моменты мы не показываем. Но поверьте, они шокирующие. Все время зверского избиения другие участники конфликта наблюдают за происходящим, подбадривают и даже дают рекомендации, куда бить. При этом молодые люди смеются и активно снимают происходящее на камеру. В МВД рассказали, что видео было снято 7 июля в Павлодарской области. Экспертиза показала у пострадавшего легкие телесные повреждения в виде гематом и ссадин. Однако в это трудно поверить. Но полицейские обещали разобраться в ситуации и наказать участников конфликта. В ОДКБ призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня. В организации озабочены ситуацией на границе. Здесь продолжается эскалация конфликта, начавшаяся 12 июля после вооруженного столкновения подразделений сил Армении и Азербайджана. Есть как убитые, так и раненые. Соответствующие уведомления были направлены международным организациям. И как только позволит оперативная обстановка, мы пригласим иностранных военных представителей, действующих в Азербайджане, в этот район, чтобы они могли увидеть ситуацию своими глазами. Пусть они увидят, кто совершил эту военную провокацию и кто несет ответственность за эскалацию ситуации. Министерство обороны Азербайджана в понедельник опубликовало видео удара, который уничтожил армянский опорный пункт на границе между двумя странами в Тавузском районе. На территории военного объекта были взорваны артиллерийские установки, автомобильная техника. По утверждению ведомства погибли армянские военнослужащие. Как заявили в Минобороны, этот удар стал ответом на действия вооруженных сил Армении. В воскресенье 4 военных погибли, еще 4 получили ранения. Ереван, в свою очередь, заявил, что границу Армении без видимых причин пытался пересечь грузовик с азербайджанскими военными. Напомним, конфликт на этой границе начался в конце 80-х годов. В 1992 году конфронтация привела к масштабным военным действиям.
Римская опера готовится к открытию сезона в античном Большом цирке. Только там есть возможность обеспечить необходимую социальную дистанцию как для зрителей, так и для артистов. Около 200 рабочих с 19 июня трудились, не покладая рук, чтобы успеть возвести конструкцию, способную разместить почти 1500 зрителей при соблюдении социальной дистанции. Теперь на месте 600-метрового ипподрома колесниц уже не увидишь, зато скоро можно будет услышать чарующие звуки итальянской музыки. Именно сюда переезжает на летний сезон Римская опера. С 1937-го в это время года представления принимают величественные термы Каракаллы. Однако сейчас руины гигантского банного комплекса III века не могут обеспечить необходимых мер безопасности в условиях пандемии. Так что Римский оперный театр выбрал новым местом для спектаклей ипподром, история которого насчитывает 2800 лет. От античных построек здесь уже ничего не осталось. Тем не менее, огромная вытянутая площадь Большого цирка так и не была застроена за все прошедшие века. Новый коронавирус серьезно изменил мир искусства. Надеюсь, однажды все это станет лишь дурным воспоминанием. Но в ближайшие несколько лет, пока мы не вернемся к нормальной жизни, всем придется быть исключительно изобретательными, чтобы соответствовать требованиям времени. Мы всеми силами стараемся. Вот пример, но это тяжело.